И снова всем привет. Короче, вчера у меня была тренировка на площадке и потом Kill Street. И на Kill Street мне захотелось сделать бернаут. Но на такой поршневой, конечно же, это не просто так. И у меня цепление буксовало. Я 2-3 раза пробовал и потом не вышло, короче. Потом перестал. Я был в наушниках, потом вчера притащил, заглушил оттуда, притащил, и звуки какие-то странные со стороны вариатора. Надеюсь, сцепление не сдохло. Надеюсь, хоть этот болт колокола сцепления там открутилось, надеюсь. Это мы сейчас узнаем. Откручиваем все болты, смотрим. Та-та-та-та-там. Да, так и случилось. Открутился это падла. Резьба у него хромает, капец. Здесь вообще вот такая резьба. Я когда закручивал, видел это. Вот. Что теперь сделать, а? Надо, по-моему, найти гайку. Колокол особо не посинел со вчерашнего букса. Я вам скажу, колодки капец какие хорошего качества. Покупайте, люди. Stage 6 Sport Pro. Вчера я наваливал конкретно так. Почистить бы резьбы как-то. Метчика ничего нету такого. О. Сейчас щеткой попробуем что-то сделать. Вот. Такие вещи. Короче, сейчас щеткой чистим. Находим гайку. Другую. Я надеюсь, вот это все поможет мне. Особенно вот это. Давайте. Вот, гайку поставил, затянул, все нормально, держится вроде. И все спрашивают, какие вложения сделал, что в планах, какой конфиг. Расскажу так, короче. Здесь стояла, как вы знаете, вареный коленвал. На место него поставил от горизонта коленвал. Щеки у токаря, проточил, уменьшал под этот картер, поставил, новые корни СКФ, не знаю, либо С4, либо С3, точно не знаю. Сальники с этой стороны, с той стороны, дешманские, китайские, ТММПшные стоят, но работают пока. По поршневой ничего не делал, прокладку только поставил снизу новую, сверху я на данный момент поставил от 2G, не БВС 2G, а просто двигатель 2G, там не совпадает ни по диаметру, ни по шпилькам, подогнал, все сделал, затянул, все нормально, пока держится. Потом что сделал? Свич-колпак поменял, свечу поменял нормальную, проставку поставил, пеги поставил, перебрал редуктор, потому что там говна много было, штуцера не было, где на картере шланга не было, и все поставил, все сделал. Потом продал металлические подножки пассажира, сделал себе на время вот такую подножку, из чего было. Потом бугель сварил с нуля, нормальный, удобный, который вот такой, а не вот такой, который неудобный. Поставил рокс колеса, вот ZDT, приварил хорошенько. Колодки нормальные, походят. Задняя резина хватает на еще 22 сезона, если бернаут не делать. Потом вилку перебрал, новое масло Liqui-Moly 10V. Сальники, пыльники,
Болты поменял. Ну, вот такие. Здесь тоже была одна. Потерялась уже. Вот здесь. Вот это. Так, сумку поставил. Платок, как всегда. Стиль. Так, рокс колеса тоже. Резина говно уже. Ну, вот такая резина была. Я надеюсь, этот сезон отъезжу на нем, потом поменяю. Потом траверсу равнял более-менее. Но у меня, оказывается, перегнутые, но сейчас вроде бы нормально. Вот. Но зимой я буду полностью опять разбирать все это дело, перепроверять, вот эти косяки устранять как-то, вот эти раковины. Пластик я начал немножко восстанавливать, крепления все сделал снизу, вот там, вот здесь, там, короче, вон там. Шпаклевал, загрунтовал, все пока. Ну, здесь пока не сделал, не занялся этим. Тут тоже сделал, короче. Здесь лопнутая была, трещина была. Ну, машинка ЗТТ. Вот эту машинку я поменял. Там стояла либо с Хонды, либо Чина стояла. Но она выглядела не очень так. И обменял на Рокс машинку с таблатой. Антоха, если смотришь, привет. Огромное спасибо. Вот, потом что? На нем не было вот этого держака. Чина поставил. Ну ничего страшного, покрашу. Черный будет нормально. А лампочки не было, патрона не было, короче. Все поставил, все сделал. Потом что? Потом... Что я сделал? Лампочку поставил на стоп. Что еще? Этот генератор поменял. Там зарядки не было на том генераторе. Новый поставил. Потом шпонку поставил нормальную. Там срезала у него. Там вообще, по-моему, шпонки не было. Гайки не было тоже на роторе. Все сделал. Так, еще по вложениям, что у меня? Я купил, короче, руль широкий, протейпер. И Чина Винс заказал. Скоро она будет стоять тут. Заказал, и у меня валяется чехол на перья. Спереди 2, сзади 1 от питбайка. Надо будет ее немножко доработать, либо продать и купить на передние перья и поставить назад 1. Не знаю пока. Я стоп заказал новый с поворотниками. Вот эти надо будет продать. Если что, отдам за 1000 рублей. Пишите. Так, что еще? Вот это непонятный рисунок какой-то. Я, короче, у меня наклейки здесь были, какие-то звездочки, какие-то вот это все, короче, я их снял, и от него осталось клей, короче. И растворитель взял, растворителем протер, короче, задел вот этот слайдер, и она стала вот таким. Не знаю, что за рисунок, либо это типа, ну, типа грунтовка, походу, да. Грунтовка с этим, с краской и, блин, с родным цветом от пластика черного, походу. Что-то смешанная такая. Так, еще что? Сальники в редукторе, подшипник. Ну, подшипник остался, сальники поменял на редукторе. Так, настроил трансмиссию, шайбу подложил. Ролики поменял, сейчас стоит 7, ну, 6,5, по-моему. Стояло 7-граммовые, по-моему. 5.1 Малоси стоят. И 7-граммовые Stage 6 стоят ролики. Ну, вроде бы все. Проводку я сделал. Вот эти все. Вот тут. Там, короче, было заколхожено из-за того, что труба задевала проводку. Вот труба. Она задевала проводку, и проводка частично сгорела. Не сгорела, а поплавилась, короче.
Карбюратор заказал, в прошлом видосе я вам показал. Короче, ставим чи на вынос. И, блин, была бы возможность купить нормальный SR8, либо TNT, я бы купил, блин. А не это ширпотреб. Блин, короче, закручиваю вот эти два болта под шестигранник, короче, до талого зажимаю. И такой, вынос вот этот снимается, короче, не зажимается. Я такой, ну ладно, снял-то снял. А обратно открутить не могу, потому что вот это сорвалось уже. С зубилой не смог. Нагревал. Короче, стало так. И потом закрутил вот эту фигню. Вот этот. На нем только она держится. Я не знаю, я на нем упаду, не упаду, короче. Вот сейчас ставлю руль. Не знаю, и то резьбы сорвется. Или вот этот шестигранник какой. Смотрите. Она, по-моему, сейчас тоже отрыгнет. Ну, будем стараться аккуратно. Блин, но по высоте нормально пойдет. Когда-либо видели такое? Это мотоцикл. Не до мотоцикл. Зато модно. Крыло модное. Нормально. Глушитель есть и все. То, что она не прикручена, все равно. Да, показывайте друзьям. Даже GoPro есть. Ну, ебать, спидометр модный. Там раньше BMW стояла, Жесть. Вот это клетка. А тут-то что смотреть, блин? Мопед как мопед, скучный. Ничего особенного. А руль поставил. Вот. Мопед как мопед, блин, что там смотреть-то? Вот это аппарат. Вот это настоящий аппарат. Ну и здесь, блин, все скучно. Все по заводу. Короче, сделал по-нормальному. Взял болты длинные. Вот эти поменял, короче, подлиннее поставил. Родные, которые были тут, короче, они длиной вот такие только. Только вот такие. А я закрутил вот такие до конца. Потом два болта поменял, короче, длинные поставил. Потом выкрутил вот эти два болта. Вот эти. Короче, закрутил нормальные болты. Еще подлиннее. И вот этот штифт, который просто штифт, я просверлил ее, короче, нарезал резьбу тут и закрутил вот такой вот болт и тоже его затянул так. И, короче, так, первая, вторая, третья, четвертая точка у меня вот эта. Она зажимает там. И она никогда теперь не отвалится. Это гарантия. Только что вернулся с Килл-стрита. Наверное, ни хрена не видно, потому что уже темно. Но надо привыкать, короче. Я оставил такой же руль на Рокс, но там вообще незаметно то, что вот такие широкие габариты. Из-за того, что Рокс сам по себе широкий такой, еще большой. А здесь, блин, слайдер вообще узкий, во-первых. Во-вторых, то, что она маленькая, короче. Из-за этого руль у тебя кажется вообще широким. Ну, сначала я так думал, блин, это еще шире, что ли. Оказалось, то, что не так, просто это слайдер слишком узкий, слишком маленький. И, короче, плюс этого,
то, что тебе удобно рулить вообще, когда едешь прямо просто на двух колесах, у тебя спереди ямы появляются, и ты резко можешь повернуть куда угодно. На узком руле у тебя, короче, больше усилий надо, чтобы повернуть руль. А здесь вот так, и все, короче. Как типа гидроусилитель. Идет же, типа такая система. Потом, когда у тебя стоковый руль на слайдере, нету этого... Ну, короче, на слайдере сиденье вот такая, типа. Нету такого, то, что здесь сидит водитель, здесь пассажир, вот так, чтобы жопой упереться в вот это место. Нету такого. Из-за этого ты скатываешься назад, когда у тебя узкий руль стоит. У тебя просто, когда просто сидишь на водительском сиденье, так скажем, у тебя руки вот так вот. И вот ты потихоньку скатываешься назад из-за этого сиденья вот такого плоского. И у тебя руки вот так вот встают, когда ты уже почти закончился уже сиденье пассажира. Это капец неудобно. И когда ты широкий руль ставишь, у тебя руки изначально вот такие. Из-за этого у тебя меньше получается, меньше скатываешься назад, так скажем. У тебя уже ты сидишь, короче, между сиденьем водителя и пассажира. Посередине прям сидишь. У тебя руки вот такие, ноги тоже вытянуты как бы. И все гуд.